Автоинспекторы вышли в рейд на нетрезвых водителей. Инспектор ДПС, лейтенант полиции Алимов. Проверка на алкоголь. Продуйте, пожалуйста, алкотестер. Сколько любителей езды под шофе нашлось в Альметьевске за одну ночь? Едим как дома. Когда мы составляем меню, мы учитываем эти предпочтения ребенка. Школьный ресторан, буфеты и новое меню. Как скоро все это появится и сколько будет стоить? Какие планы на школьное питание у городских властей? Студенты играют на большой сцене. От носа до вия, что вдохновило классика на создание своих произведений. В эфире новости Юго-Востока Татарстана, в студии Тимур Туманов. Здравствуйте. В Альметьевске больше сотни пьяных водителей с начала года заработали штраф в 30 тысяч рублей и остались без прав. Автоинспекторы с наступлением тепла особое внимание уделяют населенным пунктам района. Сельские поселения попали в поле зрения патрулей ДПС и на этот раз. В рейд на нетрезвых водителей вместе с экипажем дежурила и наша съемочная группа. Добрый вечер. Инспектор ДПС, лейтенант полиции Алимов. Проверка на алкоголь. Продуйте, пожалуйста, алкотестер. За этот вечер почти 30 человек услышали это приветствие. Экипаж Айнура Хаснудинова и Даниля Алимова вышел в рейд на нетрезвых водителей. Первая остановка – село Новотроицкое в 50 километрах от города. Все происходит быстро, почти на ходу. Инспекторы видят автомобиль, а дальше дело за малым. Все чисто? Все нормально. Законопослушным большинством у стражей дорожного порядка очень короткий разговор. А незаконопослушным автомобилистам есть чего бояться. С начала года больше 100 водителей лишились прав за нетрезвую езду. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет. За управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения и подвергнутым административным санкциям, наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Автоинспекторам досталась западная часть Альметьевского района. Новотроицкая, Ямашинская, Сиренькинская, Багряш-Никольская, Елховская и Кульшариповская сельские поселения. Около 200 километров проезжает экипаж Хуснудинов-Алимов в поисках нарушителей. В текущем году на территории Альметьевского района по вине водителей в нетрезвом состоянии произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили телесные повреждения. Подозрения автоинспекторов вызывают и водители, которые буксируют другие машины. По личному опыту инспекторов, такая народная служба эвакуации, как маскировка, используется и любителями нетрезвой езды. Но в этом случае молодые люди оба оказались трезвыми, как и все остальные водители. Начиная с 8 вечера и до полуночи этому экипажу пьяных водителей не попалось. А под конец смены другие автоинспекторы отчитались о 6 нетрезвых автомобилистах. К происшествиям. В квартире одного из многоквартирных домов Альметьевска произошел пожар. Происшествие случилось 24 марта в 9:46 на улице Белоглазова. В результате возгорания огнем повреждена кухонная мебель, закоптились стены и потолки в квартире. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Огонь был потушен до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются. Горячими в буквальном смысле выходные выдались и у других жителей Юго-Востока. В Бугульме случился пожар в 5-этажке. Известно, что на лоджии и комнате в 11-м доме на улице Сайдашева загорелись вещи. Подъезд был задымлен. С помощью масок спасаемого пожарными были спасены и выведены жильцы соседних квартир. Причиной возгорания по предварительной версии стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. А в Лениногорске впервые в этом году загорелась трава. Пожар произошел неподалеку от села Старый Кувак. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров, но был оперативно устранен пожарными подразделениями. Причины произошедшего устанавливаются. Первый школьный ресторан может появиться в Альметьевске к началу нового учебного года. Об этом и не только говорили поставщики услуг на встрече с родителями. Собрание прошло в 25-й школе. На повестке дня качество продуктов, формат питания и открытие буфетов в образовательных учреждениях. Кроме ответов на вопросы, представители родительского актива сами попробовали, чем и как кормят их детей. Куриное котлета, но видно сразу, что и беленькая, и вкусненькая, и на вид очень приятная. Вкусно? Так, стоп. Это рыба. Рыбная котлета.
Но она действительно очень вкусная. Эльвира Валдавина – мать 3 детей и председатель родительского комитета школы. 2 из них учатся в начальных классах. До 2023 года, когда у школы поменялся поставщик, вспоминает Эльвира, не проходило и четверти, чтобы они не писали жалобы в управление образования. Но с начала января ситуация выправилась. Действительно, дети довольны питанием. Поставщик, который у нас был до этого, конечно, это была соя. Действительно, мясо было розовое. Полуфабрикаты было есть невозможно, и это правда. До начала дегустации представители компании-поставщика провели с родителями короткую встречу. На ней специалисты-кулинары рассказали активу, как составляется меню, каким продуктам отдается предпочтение. И поставщики услуг считают, что жалоб будет еще меньше, если предприятие питания будет готовить, а не доготавливать. Но мы все равно популяризируем питание на местах. Мы просим по возможности готовить сами на местах. Мы привозим сырье, мы помогаем, чем можем, если там в холодильнике нужно, можем привезти поставить. А после обмена вопросами и ответами организаторы поделились анонсом. В начале нового учебного года в Альметьевске появится первый школьный ресторан. Номер школы пока не называют. Наверное, это не только в нашем районе востребовано. Это востребовано, по сути, в любой школе. Единственные риски – это удорожание стоимости питания. То есть, если сейчас у нас питание 66 рублей, то при школьном ресторане это с выбором блюд, то удорожание будет как минимум 1,5 раза. Работать школьный ресторан, по планам его создателей, будет через мобильное приложение по предзаказу. Но главный принцип «еда как дома» соблюдаться будет и в новом формате. Конечно же, в первую очередь, когда мы составляем меню, мы учитываем эти предпочтения ребенка дома. Что он традиционно привык кушать, что ему привычно, понятно, еда должна быть в первую очередь. Конечно, если мы поставим капусту тушеную, мы понимаем, что многие взрослые из нас ее не кушают, и ребенок точно ее тоже кушать не будет. Сейчас в столовой 25-й школы, которая рассчитана на обслуживание 1300 посетителей, работают 5 поваров в смену. И по такой столовой можно свободно водить экскурсии. Стандартный набор помещений. Горячие и холодные цеха, подсобки, раздача. Ну а внедрение ресторана пока можно только фантазировать. Трудно сказать. Ну, если есть задача, справимся. Ну, например, что потребуется дополнительно сверх того? Ну, дополнительно руки, рабочие руки. Так-то все есть, но руки нужны будут. Зато по реакции родителей можно сказать, что со своими обязанностями, как столовая, коллектив вполне справляется. Это говядина. Вкусно. Не сухо? Нет. Даже больше скажу нет. Очень даже. У меня мама в детстве так готовила. С начала года все школы и детские сады района перешли на нового поставщика. И, как замечают родители, жалоб от детей стало меньше. В планах на этот год удовлетворить потребность нескольких учреждений в школьных буфетах. Этот праздник отмечается в Узбекистане, Азербайджане, Грузии, Турции и Казахстане. Чтим он и в Татарстане. А символизирует он начало весны, как новой жизни. Как встретили Навруз в селе Новое Каширово, смотрите в сюжете. На площадке перед Домом культуры Нового Каширова разворачиваются народные гуляния. После песен взрослые дети участвуют в сельских забавах и сходятся в хороводах. Тем временем в большом казане на огне томится каша, которой в конце праздника будут угощать всех гостей. А пока предстоит окончательно в этом году попрощаться с Дедом Морозом, проводить зиму и встретить весну. Ведь именно по таким канонам празднуют Навруз. Хотим объяснить народу, что это за праздник, втянуть их в этот праздник, и чтобы вот эта традиция не умирала, а продолжалась на долгие года. По словам главы поселения, жители не сразу прониклись Наврузом, но сейчас постепенно все больше тех, кто понимает его значение. Ведь, как и другие национальные праздники, он объединяет людей всех возрастов. Ну, конечно, объединяет, это ясно дело. Потому что сейчас возвращаемся к традициям Советского Союза по образованию, по культуре. Это хороший знак. В праздновании активно принимают участие и пенсионеры. Совет ветеранов Альметьевского района выиграл грант на развитие гражданского общества. Реализация программы подразумевает и поддержку таких народных традиций. У каждого народа есть какие-то свои специфические праздники. И мы в течение нашего гранта, реализации нашего гранта, все эти праздники мы вместе с детьми, школьниками, молодежью, пенсионерами, мы должны
на сегодняшний момент не забывать, а передавать те традиции, которые сохранены нашими родителями. При содействии Совета ветеранов и благотворителей для нескольких фольклорных коллективов были сшиты костюмы. Новокашировские ансамбли – одни из них. Но зеленые наряды не из их числа. Мы выступаем, когда поем патриотические песни. А в фольклорном ансамбле уже мы другие костюмы одеваем. Разина Ахметова до пенсии работала учителем в сельской школе, посвятила профессии 45 лет. А сейчас пенсионерка – активная участница коллектива «Ахиратлер». Это татарский праздник весны и любви, и радости. Но Наурус тоже нам дает, вот выступали мы, Наурус тоже дает нам хороший стимул работать, петь, жить. Весна же это уже другой сезон. Не зима, не осень. Весной уже все радуемся весне. По традиции новокашировцы в Навруз устраивают благотворительную ярмарку. Вырученные средства отправляют на нужды детей села с заболеваниями. В этот раз все деньги перечислят мобилизованным и их семьям. Катерина Машинцева, Динар Мингазов. Новости Юго-Востока. Хотите не только смотреть новости по телевизору, но и читать их в газете? Это возможно с подпиской на Знамя Труда и Альметта Нары. Оформить ее можно с любого месяца в почтовом отделении, на сайте Почты России или через портал госуслуг. Действует и редакционная подписка по выгодной цене. Спешите подписаться сами или сделайте подарок близким, подписав их на любимые издания. Телефон для справок 44 05 88. Больше новостей вы сможете найти на нашем сайте. Пишите нам в соцсетях и напрямую в мессенджере WhatsApp. Связь с редакцией стала проще и в Телеграме. Свои новости вы можете присылать в удобный чат-бот. Найти ссылку сможете в нашем Телеграм-канале в закрепленном сообщении. Не переключайтесь, мы вернемся после короткого перерыва и вот о чем расскажем во второй части выпуска. От Альметьевска до всего Юго-Востока. Турнир имени Ришата Абубакирова набирает обороты. Организаторы хотят сделать соревнования масштаба всей республики. Проснулся знаменитым. Сначала популярность пришла из сети, потом из телевизора. Татарский рэпер поделился историей успеха. Ведьмы, вурдалаки, демоны и другие персонажи фольклора стали действующими лицами спектакля «О чем молчит Гоголь». Постановка – часть дипломной работы студентов Альметьевского музыкального колледжа. Режиссер, постановщик и автор оригинального сценария – выпускница Диляра Галимова. На премьере побывала наша съемочная группа. Если ориентироваться на реакцию залу, то можно сказать, что актеры-любители могут впечатлить не слабее своих коллег-профессионалов. На сцене Альметьевского драмтеатра постановка «О чем молчит Гоголь». И вопреки названию, классик говорил здесь больше всех. Я даже на лекции отвлекался на чтение книги, которую неизменно держал на скамье. Истории про убежавший нос, испорченную шинель, легенды про Вия и прочую нечисть. Даже не самый внимательный зритель может угадать, какие истории из жизни вдохновили Гоголя на создание будущих произведений. Факты с интернета, там биографию Гоголя, разные факты про родителей, про лицей, где он учился, с кем он вообще общался. «О чем молчит Гоголь» — спектакль по оригинальному сценарию Диляры Галимовой. Диляра — студентка-выпускница Альметьевского музыкального колледжа. Когда настал момент выбирать постановку для защиты диплома, Диляра долго не думала. Мистицизм, народный колорит и почти детективный ход повествования. То, почему Диляра может назвать Николая Васильевича своим любимым автором. Многих в творчестве Гоголя подкупают сказочные моменты. В видении автора постановки тягу к мистике классик унаследовал от матери, а от отца ему досталось чувство юмора. У Вия много слов. Младших божеств, демонов, вурдалаков, упырей, но само слишком могучая сила. Полина Плотникова — автор предыдущего дипломного спектакля «Грозы Островского». А в этом ей досталась роль матери Гоголя, сыграв и главную героиню в своей постановке, и побывав ее постановщиком, и отыграв роль второго плана, Полина уже понимает, как составить цельный образ. Каждый раз, когда ты выходишь на сцену, ты получаешь опыт, и как и постановщик, как и актер, ты знаешь,
мелкие моменты и большие моменты. То есть направить свою энергию на маленькие кусочки, чем отдавать сначала большому объему. То есть когда ты сделал самые маленькие, то тогда ты переходишь к крупному, и тогда получается весь образ. На сцене декораций по минимуму. Ставку сделали на актеров. Все, из чего состоит театр, классический и современный элементы учебной программы. С 1 по 4 курс выпускникам нужно показать, чему они научились, и использовать это в своих работах. У нас не стоит задача, чтобы был самостоятельный именно сценарий. В любом случае, даже если они берут сценарий уже готовый, они его перерабатывают под себя, под своих артистов, под ту площадку, на которой они будут показывать. И следующая премьера запланирована на 5 апреля. В Бавлах в преддверии профессионального праздника наградили работников культуры. В зале присутствовали ветераны, нынешние работники и молодежь. Всего в этой сфере в районе работает около 300 специалистов. Тему продолжит Айгуль Хусаенова. В зале и на сцене люди, которые своим трудом и талантом и бесконечным творчеством приумножают красоту, дарят вдохновение зрителю. От имени главы района Ильяса Гузаирова к работникам культуры обратился его заместитель Ренат Хамидуллин. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению павлинцы живут интересной, насыщенной жизнью, принимая участие в разнообразных культурных мероприятиях, которые вы организовываете. Торжественная часть мероприятия продолжилась награждением лучших работников сферы. Несколько специалистов за достижения в культуре были удостоены нагрудного знака Министерства культуры Республики Татарстан. Многие получили почетные грамоты и благодарственные письма. Среди них есть и сотрудник Центральной районной библиотеки Гульназ Габдреева. Она более 27 лет проработала в библиотечной системе. Сейчас являюсь специалистом по автоматизации библиотечных процессов. Это меня, конечно, сподвигает на более большие подвиги. Надеюсь, я оправдаю этот знак, но считаю, что я его тоже заслужила. Около 20 лет своей жизни отдала культуре и ветеран труда Людмила Краснова. Ей сейчас 75 лет. Она проработала завклубом в деревне Дмитриевка. Сколько мы провели там мероприятий, это же вообще... ни один праздник не проходил без мероприятия. У нас очень весело было на Троицу. Вы знаете, какие праздники мы делали. На Новый год. На все праздники вся деревня гудела. После торжественной церемонии награждений для работников культуры прошел праздничный концерт. Айгуль Хусаенова, Артем Артемьев. Новости Юго-Востока. В Альметьевске состоялся турнир среди любителей настольного тенниса. Его посвятили памяти экс-главы района Решата Абубакирова. Состязания проходят в 3-й раз, и в этом году в них участвовало еще больше спортсменов, чем раньше. Таким творческим выдалось открытие турнира по настольному теннису. Соревнования посвящены памяти Решата Абубакирова. Он руководил Альметьевским районом с 2006 по 2011 годы. Турнир проходит 3-й год подряд. И всегда на его открытии присутствует дочь экс-главы района. Именно настольный теннис – его любимый вид спорта. Он там был специалистом экстра-класса. Кто видел его игру, может это также подтвердить. И для меня это особенная ценность, потому что турнир имени Решата Гузлудиновича должен продолжаться еще многие годы, и мы будем всячески этому способствовать. По словам Резиды Абубакировой, на следующий год в планах сделать памятные соревнования республиканскими и проводить их в течение 2 дней. Ей бы хотелось, чтобы Альметьевск неизменно был местом его проведения, и участников турнира становилось все больше. В этом году собралось около 50 теннисистов-любителей. Один из самых юных, 10-летний Саша Никитин, приехал из Заинска. Этим спортом он увлекается 5 лет, с самого детского сада. Я не бросил, потому что я хотел стать очень хорошим теннисистом, и я знал, что может что-то из меня получится. Участников соревнований разделили на 7 возрастных категорий, 4 из которых мужские, 2 женские и 1 смешанная, то есть мужчины и женщины до 18 лет. Едва дали старт соревнованиям, каждый взял ракетку и начал разминку. Среди игроков Ильдар Нурмухаметов. Серьезно увлекся настольным теннисом он в 2010 году, хотя занимался хоккеем. Игра с ракеткой взяла вверх. Очень такой активный вид спорта, который хорошо влияет на зрение, на реакцию.
И у меня до сих пор есть мотивация и желание играть. Он участвует в соревнованиях памяти Ришата Абубакирова впервые, но считает, что чтить таким образом память человека, который сам любил спорт, самое правильное решение. Работаю на производстве с конца 80-х годов и как руководителя города, как руководителя в Татнефти, мне приходилось сталкиваться на спортивных мероприятиях. И поэтому это очень хорошее дело. И чтить память человека, который очень много сделал для города. Катерина Машинцева, Динар Мингазов, Новости Юго-Востока. Равнение на середину, внесение государственных флагов и строевая песня. В 16-й школе Альметьевска прошла военно-патриотическая игра «Зорница». За кубок боролись 16 команд. Наблюдала за состязаниями наша съемочная группа. Соревнования для старшеклассников начались с построения, затем внесение государственных флагов и прослушивание гимнов России и Татарстана. У этих ребят все точно по плану. Ученики общеобразовательных школ из Альметьевска и района собрались, чтобы побороться за главный трофей – кубок и звание победителя района. Собравшихся поприветствовал подполковник запаса Рамис Ямалдинов, в прошлом сам участник подобных игр. Нынешнее поколение, свое нынешнее поколение, наше поколение, они такие же дети, они такие же юноши, такие же девушки, стремятся улучшить свое все-таки физическое здоровье. Это самое главное физическое здоровье. И быть патриотом. Раз, два, три. Игра проходит в нескольких кабинетах и помещениях школы. Например, здесь, в спортивном зале, участники демонстрируют армейский четкий шаг и уровень строевой подготовки. От неравнодушных болельщиков то и дело звучит взволнованное «жестче». Оценивать ребят собрались компетентные судьи. Среди них подполковник запаса Геннадий Денисов. Именно наши ребята, которые учатся в школах, они готовы свою показать сноровку, умение. Наравне с юношами тренировали мастерство военных дисциплин и девушки. Лиза Щербинина, ученица школы из Нижней Мактамы, представляет команду «Патриоты». Пройдя через долгую и упорную подготовку, признается, что прекрасная половина участников совсем не уступает парням. Главное, что любить это дело, и все будет хорошо, главное верить. Победа кажется ближе, когда за спиной плечо товарища. Глеб Даниилов учится в 7-й школе. Говорит, что отличительная черта их команды – это особое единение духа. Некоторым посложнее, но кому посложнее, мы постарались помогать, чтобы у всех все получилось. Кроме боевых дисциплин, жюри оценивали визитку команды, общую физическую подготовку и проверяли знания истории школьников. Всего принимало участие 16 команд. В мае текущего года запланирована военно-полевая зорница на открытом воздухе. Елена Бауэр, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока. Каково это в один день проснуться знаменитым, не понаслышке знает уроженец Альметьевска Разиль Гибадуллин. В 2019 году молодой человек написал песню и вместе с друзьями снял на нее клип. Тогда он и не думал, что спустя 3 года видео заинтересует редакторов одного из федеральных каналов. Историей рождения своего хита Разиль поделился с нашим корреспондентом. По центру я, оператор был один. Маленькая стойка была, на телефон клип сняли. Уроженец Нового Каширова Разиль Гибадуллин вспоминает события 3-летней давности. Тогда здесь, на Альметьевском Майдане, он вместе с приятелями снял клип на песню собственного сочинения. Не звони, не пиши, недоступен для тебя. Сама тихо улыбалась, опрокинула меня. Молодой человек и не думал, что это видео однажды принесет ему всероссийскую известность. Под конец прошлого года с ним связались редакторы федерального канала, пригласили на съемки нового музыкального проекта. Но предложение вызвало скепсис. Работая дальнобойщиком, он часто писал песни в рейсах, но слышал их ограниченный круг людей. Сначала я этому не верил, думал, обман какой-то, проигнорил их. Спустя 2 недели они были настойчивы, в итоге я согласился. Так Разиль стал участником популярного шоу «Конфетка», где профессионалы превращают неизвестные песни в хиты. Песню Разиля переделала молодая певица Миа Бойко. В ее исполнении она обрела новые звучания и стиль.
Близкие автора о его участии в проекте не знали. Передачу снимали еще в декабре. Тогда все думали, что Разиль просто уехал в отпуск. И только в марте этого года, когда на экраны вышел 7-й выпуск шоу, правда открылась. Родители супруга хитмейкера гордятся, что татарский рэп, которым он занимается уже полдесятилетия, стал судьбоносным. На какой уровень попасть? Деревенский пацан на такой уровень попал. Несмотря на то, что песня не одержала победу, талант Разиля оценили телезрители со всей России. Песня «Не звони, не пиши» поселилась в плейлистах многих слушателей. Вот эта песня крутая. Что оригинал, что конфетка, обе шоколадки. Очень надеюсь, что Мия ее купит и выпустит. Ну, Разиль, придумал же хитяру. В Салавате катаюсь, на всю громкость слушаю и твою версию, и Мия. Предложение о выкупе авторских прав пока не поступало. Но, оказавшись на одной волне популярности, Разиль надеется поймать и вторую. Сейчас он живет в Азнакаеве и продолжает активно заниматься музыкой. Обещает, что еще не раз удивит поклонников новинками на русском и татарском языках. В животе бабочки запорхают, за окном солнце, мороз очень сильный, моя любовь музыки не угасает. Татьяна Шамбер, Динар Мингазов, новости Юго-Востока. Хотите больше новостей? Заходите на наш сайт. Интересно получать информацию в удобном формате? Для вас работает наш телеграм-канал, где вы можете делиться своими новостями, задавать вопросы и оставлять комментарии. ЮВТ-24 всегда на связи. Написать нам можно в соцсетях и в мессенджерах WhatsApp и Telegram. На этом у меня все. До встречи в эфире.